Всем привет! Это третий выпуск «Карельского Мордора», программы для тех, кто вместе с нами пытается ответить на вопрос, почему мы, жители одного из самых богатых регионов де-юре, де-факто живем в таком глубоком Мордоре. И, собственно, сегодня здесь я, Алексей Гаврилов, и вот моя боевая подруга Ксения Лурикова. Написала Алексею, говорю: Алексей, давай-ка мы встретимся с тобой, кофе попьем и сделаем карельский Мордор. И Алексей очень так воодушевился, поддержал. Мы с Ксюшей решили, что нам больше всех надо, и решили создать такой проект, назвали его «Карельский Мордор». О чем? О том глубоком состоянии, в котором находится Республика Карелия, ее жители и так далее. И последние отклики наших дорогих телезрителей, которым мы безмерно благодарны, которые смотрят нас в Ютубе и подписываются, очень много негатива, очень много негатива. Вот мы решили, что негатива действительно много, и поэтому решили о негативе, но смешно. Сенатор заработал 2 миллиарда 400 миллионов рублей в республике, где медианная зарплата, Леша, составляет 20 тысяч с небольшим. Бюджет при этом Петрозаводска, крупнейшего города в республике, от которой господин Зубарев является сенатором, составляет 8 миллиардов. Один человек заработал за один год четверть бюджета крупнейшего города в республике, которую он представляет. Нормально живем? Не Мордор ли это, Леша? У нас не протестный канал, вот абсолютно. И когда говорят то, что у нас оппозиционный канал, я в это не верю. Мы не выдумываем, не призываем, нас никто не поддерживает. Мы называем вещи своими именами, ни больше, ни меньше. Если у нас крысы, да, едят машины, мы просто говорим: ребят, смотрите, крысы едят машины. А главная проблема какая, Ксюш? Это крысы. Утеплитель автомобиля, внутри машины, проводка, все погрызано. Настоящее крысиное пиршество. Слушай, мы про крыс вчера пошутили, да, что нужно позвать Куклачева в город с его кошками. Лурикова орет: это днище! Я говорю: почему? Куклачев, все дела. Спасет город от мышей и крыс. Мы находимся на берегу второго по размеру озера в Европе. Это Онежское озеро, излюбленное место отдыха жителей Петрозаводска. Летом не протолкнуться, шашлычки, пикнички. Зимой здесь проводятся международные соревнования моржей. Карелы настолько суровы, что даже в мае могут купаться. Еще один нюанс: вот это вот одна из рукотворных речек, говнотечек, если можно так сказать. Сейчас мы с вами здесь стоим, запаха нет. Летом здесь воняет вообще невозможно. Просто вот стоишь, минуту вдыхаешь эти замечательные пары и падаешь. Течет все. Течет бензин, течет в озеро напрямую, без очистки, ливневые стоки. И их преграда, вот единственное, там вот такие небольшие боны. Мы сейчас находимся школы, которая была построена в конце 30-х годов прошлого века. Она известна в городе как 8-я школа, и сейчас она уже известна как заброшенная школа. Условно говоря, храм знаний, школа в таком состоянии. Общественно-политической повестки на YouTube, по крайней мере карельской, ее вообще нет. Ну, она отсутствует как класс. Об этом нужно говорить, потому что не все читают. Очень для большого пласта людей YouTube является таким фоновым, как раньше телевизор был. Когда он включает, и о проблемах, которые существуют, нужно говорить. На этом нужно заострять внимание. Сейчас акценты сместились, да, меньше доверия, наверное, к телевизору, все-таки меньше доверия. И там аудитория программы «Время» примерно 6 миллионов человек, это немного. И все уходят в YouTube. В YouTube уходит молодежь, в YouTube уходит активная часть населения, и вот мы выстраиваем диалог с ними.
Ксюх, я не знаю, ты идешь на выборы? Вот Ксюх не идет на выборы. Я пока на выборы тоже не иду, да. Хотя мне кажется, что на выборы идут не только те, кто лоббирует свои бизнес-интересы, но и такие ненормальные городские сумасшедшие, которые реально хотят что-то изменить.